В 13:30 в небе над Бесланом появляются боевые вертолеты Ми-8. Под шквальным огнем солдаты выносят детей из школы и передают их врачам, сотрудникам МЧС и просто всем, кто оказывается рядом. Все дети почти без одежды и в крови. Непонятно, кто ранен, а кто цел. 13 лет назад вся страна с напряжением следила за трагедией, которая развернулась в Северной Осетии. 1 сентября террористы захватили школу в Беслане. Тот день знаний для многих первоклассников стал первым и последним в жизни. О теракте, который унес сотни жизней, сегодня знает каждый ученик нашей страны. Пришли дети маленькие с родителями поступать в 1 класс. Были такие же, как я, выпускники школы, которым нужно было в этом году сдавать выпускные экзамены, ЕГЭ. Просто родители, дети, веселое, праздничное настроение, праздник. И тут террористы всех детей, родителей сгнали в спортзал школы и подвесили бомбы, никого не выпускали. По словам тех, кто там был, было нечем дышать, было нечего пить, люди теряли сознание. Теракты в Буденновске, театральном центре на Дубровке, аэропорту Домодедово, московском метро – это все отголоски необъявленной войны. Но предотвратить трагедию можно, считают ветераны пограничных войск. Как гости рассказали школьникам на уроках мужества. Сегодняшний урок мужества посвящен Беслану, теракту, поэтому будем с детишками общаться по поводу внимательности, по поводу бдительности, по поводу общения посторонних, незнакомых людей с ними. Не разговаривать с незнакомцами, сразу же сообщать взрослым о подозрительных личностях и сумках. И ни в коем случае не трогать брошенные вещи. С виду безобидная игрушка или телефон могут оказаться миной-ловушкой. Эти простые правила должен знать каждый ребенок. Об этом школьникам рассказывают регулярно на лекциях. Как дети усвоили материалы, решил проверить Сыктывкарский молодежный центр. Для учеников 8 и 9 классов он устроил интеллектуальный турнир «Стоп-террор». Ребятам предстояло ответить на 30 вопросов самой разной сложности. Например, как назывался синдром, после которого заложники влюблялись в своих захватчиков. Да, это стокгольмский синдром, и как раз мы хотим узнать, если они это не знают, то они-то узнают новое. Есть очень сложные вопросы, есть легкие вопросы. Когда был первый теракт совершен, кем был первый теракт совершен, как раз про Стокгольм они узнают. И также узнают, что делать, если обнаружат микроавтобус в школе или там бесхозную сумку. В интеллектуальной схватке схлестнулись команды 7 школ города. На обдумывание каждого вопроса им давалась только минута, но, судя по скорости ответов, ребята к турниру были готовы. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.